Фонду в этом году исполняется 10 лет. Такой очень чувствительный момент для нас всех. Это такая черта, перед которой нужно остановиться и подумать, что было сделано, чего достигнуто и куда мы движемся. Миссия благотворительного фонда «Музафар» заключается в добрых делах, пока у нас есть возможности постараться сделать этот мир чуть-чуть лучше. Наверное, это было от любви, от желания кому-то делать добро, какую-то помощь оказывать. Это, наверное, сидит где-то и в воспитании, где-то, естественно, и в нашей религии, в наших традициях. Вот поэтому это были какие-то позывы уже изначальные у меня в сердце. Идея создания фонда, она принадлежит моему дорогому младшему брату. Это была сначала инициатива, которая появилась у него в сердце. Естественно, все мы восприняли эту инициативу, и вскоре мы начали воплощать эту идею, инициативу в жизнь. Я, конечно, вот если сейчас себя вспомнить, я больше всего радовался, когда я не был в армии, но когда я видел видео, как проводят воду и какие дуа делают там местные жители, сколько лет не было воды, как долго они это ждали, насколько от души они делали дуа. Вот мне кажется, вот те эмоции, которые я получил, они вот запоминающиеся на всю жизнь. ана бинед бо чашми худатон ки чӣ хел об мӯъҷиза ҳаст ки дар пеши мо аллакай рехта истодааст ва боғот сероб гашта истоданд ва инчунин саҳми аҳолиро дар инҷо хубу беҳтар аст ки кору фаъолият карда дар корҳои заминиро ба анҷом расонданд. Ташаккур ба кормандони ин ташкилоти фонди хайриявии Музаффар мегӯям ки моро дастгирӣ карданду бо оби нӯшокӣ таъмин намуданд. назор раҳмат ба ҳамин хайриявии Музаффар ки дар ин деҳаи мо ҳамин мост сел шуда бурда будиш, гузаштани сокинон чорвоҳо гузаштанашон мушкил буд. вақте ки ҳамин 2022 ҳамин моста гай кардан соз кардан, масъалаи чорвоҳо гузаштан, масъалаи мошино рафтуомад, сокинон рафтуомад шуд хеле осон шуда. Хеле гидогаш намеран, ҳамин хел меянд, рост мегзананд, мисол кӯ меран меянд. В отдаленных кишлаках, когда мы едем, мы понимаем роль и важность построения мостов. В этом смысле фонд Музаффар уже построил 3 моста, и в дальнейшем она еще будет акцентировать внимание на постройку мостов. Но мост – это способ коннекта между людьми, это простые человеческие, как говорится у нас в Таджикистане, рафтомат. В этом году только для посадки деревьев мы смогли привлечь больше 1000 волонтеров. Это не только наши партнеры, это люди, которые помогли нам приобрести деревья, люди, которые готовили землю для посадки этих деревьев. Это наши дети, это наши внуки, которые вместе со всеми приходят сажать эти деревья. Это, конечно, очень внушительная цифра, и я думаю, что это количество будет расти. К сожалению, эта тенденция не только в Таджикистане, но во всем мире. Количество онкобольных, особенно среди женщин, среди молодого населения женщин, к сожалению, растет. Здесь у нас идет очень эффективное сотрудничество с Министерством здравоохранения. При поддержке центров репродуктивного здоровья нам удалось диагностировать, провести первичный осмотр женщин на предмет онкологии. В прошлом году больше 200 женщин, в этом году в городе Душанбе мы смогли диагностировать больше 100 женщин. И мы, конечно, без поддержки министерства мы бы не смогли это сделать. Мы увидели большое желание у женщин старше 65 лет. Мы увидели их огромное желание учиться, получить какие-то новые навыки. Мы предложили
вот такой курс, который бы обучил их основам СММ, копирайтинга, для того, чтобы они могли найти свое место после того, как они вышли на пенсию. И как оказалось, что мы попали в точку, потому что 12 участниц, которые изъявили желание участвовать в этом проекте, каждая из них для себя что-то нашла. فوند با من اثبات کرد که موهبت محدودیت نیست و ما از عهده همه چیز میبریم. من میخواستم که چمپیونی ترکستان شوم و با دستگیری فوند خیریه مظفر چمپیونی جهان شدم. فوند برای من دستگیری، پیشروی، محبت است. Следует отметить, что первый большой объект, который нам удалось открыть, это общеобразовательная школа в районе Вахш. В 2021 году нам удалось открыть этот объект, построить, сдать в эксплуатацию. Я очень надеюсь, что многие умные мальчики и девочки, которые будут выигрывать олимпиады, будут становиться большими личностями, будут выпускники этой школы. Это очень значимые события, значимый объект и значимый вклад, который мы намерены продолжать. По инициативе моего старшего брата мы каждый год-два будем продолжать строить большие объекты. Это мосты, это школы. Для нас кульминация в городе Калимбадан была, когда после открытия все были на радостях, то, что мы открыли детский сад, и приехал сам глава государства. То есть это было... Мы даже мечтать не могли о том, что открытие детского сада совпадет с визитом руководителя страны, уважаемого президента нашей страны Эмилия Рахмона. Вообще он сфотографировался с нашей семьей отдельно. И это настолько важно, настолько навсегда у нас в сердце. То есть вот благодаря одной этой встрече я готов всю жизнь служить Таджикистану в рамках фонда, вне рамок фонда. Наверное, акция, которая оставила такой неизгладимый след за последние эти годы, это акция, которая была в Тавиль-Даре. И самое главное, нам удалось пообщаться с детьми, которые, наверное, я бы сказал, что больше всего ждали не наши подарки и не то, что мы привезли, а больше ждали с нами живого общения. Они хотели пообщаться, узнать у нас что-то. Они очень были рады тому, что мы приехали, потому что было заметно, что очень редко кто из Душанбе приезжает проведать детей, пообщаться с ними, уделить им время. Последний наш визит в Йовон, в дом престарелых. Те же самые дети, которые просто одной улыбкой могут ответить тебе на миллион вопросов. То есть у него ДЦП, он потерял родителей, он не может найти. И когда ему спрашиваешь, ему задаешь, как дела, вот эта улыбка, он действительно вот счастлив, он в другом контакте с Богом. Этот момент, он настолько нравоучительный, настолько кульминационный вот в нашей работе. И я могу сказать, что вот в фонде я уже достиг всего. Вот один этот эпизод, таких эпизодов много, и они могут быть в разных моментах. Быть частью волонтерского движения в составе благотворительного фонда Музафар за последние 10 лет, конечно же, является предметом моей личной гордости. Быть свидетелем от мелких акций, немаловажных, конечно же, до глобальных акций, построек, конечно же, вдохновляет. Потому что заниматься благотворительностью – это прежде всего по-мужски, это благородно и это модно. И, пользуясь случаем, хочу призвать тех людей, которые сейчас смотрят это видео, участвовать в акциях. Потому что, на мой взгляд, эти акции прежде всего нужны вам. Первую акцию очень четко, прям в деталях помню. Это была поездка в интернат в Шурабаде. Долгая дорога, конечно, и вот эти эмоции, было видно то, что дети не ждали материальных благ. Они ждали именно людей, общения. Очень ярко, даже лица этих детей здесь у меня в памяти. Очень приятная такая была беседа с ними. Дети, которые, к сожалению, ограничены во многих вещах. Дать им хоть капельки тепла, это было очень невероятные такие ощущения, за что я
безумно благодарен фонду, так как мы не только даем свое время, свое участие, но мы очень много также берем с деятельности фонда в волонтерском участии. Это дает колоссальный эмоциональный заряд двигаться и жить дальше. Мы разные, мы очень разные, и разная категория людей, она в итоге одевает единую форму благотворительного фонда «Музафар» и делает добро. И вот это заряжает, это мотивирует, это воспитывает. Сделал для себя вывод, что благотворительный фонд «Музафар» – это возможность, которую дает каждому сотруднику 55 Group участвовать во благих делах. Это возможность делать мир чуть лучше. Посещение всех этих акций научило, наверное, быть благодарным к тому, что сегодня у тебя есть. Второе, наверное, возможность делиться, когда у тебя есть возможность помочь сделать лучшую жизнь тех, которые столкнулись с какой-то жизненной проблемой в определенный период времени. Мы хотим приносить пользу там, где мы можем. Фонд «Музафар» и его миссия – приносить добро через искренние сердца всех и всегда. Очень надеюсь, что по милости Всевышнего наша деятельность фонда, который назван в честь нашего покойного отца, принесет ему пользу.